Каким видится будущее крымско-татарского танца? Что нужно для сохранения и развития уникальной народной традиции в крымско-татарской хореографии? Поиск общего пути развития, объединение сил лучших хореографов и лучших танцевальных ансамблей полуострова – вот главная задача первого крымско-татарского хореографического фестиваля, прошедшего 21-22 апреля в Ахмеджите. Организаторами фестиваля стали Международная академия хореографии ЮНЕСКО и Центр развития крымско-татарской культуры. Это даже не фестиваль, это идея комьюнити, некого сообщества. Дело все в том, что самодеятельные коллективы, любительские коллективы, все занимаются одним и тем же. Они воспитывают будущее поколение, будущую нацию. Но едут они, как лебедь, рак и щука, все в разные стороны. Нужно собирать. У вас нереальное количество детей. Вот просто нереальное. У вас в малом селе коллективы начинаются от 100 человек. Этого нет нигде больше, здесь только. Нужно только объединяться, перестаньте закрываться. Нужно быть всегда открытыми. Уже нужно выходить и показывать это сообществу. В рамках фестиваля прошел конкурс, в котором приняли участие ансамбли «Несиль», «Джемиле», «Йылдызлар», «Янардах» и другие. В качестве жюри выступили профессиональные хореографы из Москвы и Татарстана. Мы под впечатлением сегодняшнего фейерверка танца, потому что было такое множество именно крымско-татарского танца. Есть преемственность поколений, что танцевальная культура особо не изменяется. Хотя мне кажется, что немножко внести красок сегодняшнего дня тоже бы было интересно. Интересное положение в руках у девушек и как они себя ведут на сцене, какая манера исполнения. Это гордая осанка, это взгляд, это где-то кокетство, это благородство, это такая внутренняя степенность. А что происходит с мужчинами? Мужчины, они как огонь, они настолько излучают темперамент. Я увидел истинную культуру, самобытность, чистоту, чистоту тела, чистоту языка, чистоту лексики хореографической и, конечно, сохранение обычной традиции. Начало есть, иншаллах. И думаю, что этот фестиваль-конкурс будет жить 1000 лет. Мы сегодня увидели то, о чем многие даже не подозревают. Какая красивая хореография, какая красивая музыка, насколько грамотные, продуманные костюмы. Невероятно красивая мелодия. Она, конечно, очень сложная по ритмическому рисунку, но дети справляются с таким музыкальным материалом. Желаю, конечно, развиваться. Желаю всем коллективам добиваться творческих успехов. Фестиваль впечатлил не только гостей, но и крымских хореографов. Фестиваль bizler için yarış değil. Aslında bu böyle bir bizlerini birleştiren ve elbette bizim oyunlarımızın, bizim milli oyunlarımızı ortaya getirmek için böyle bir hareketler ve inkişaf etmek için böyle bir yapıldı. Этот фестиваль дал понять нам то, что этот проект необходим. То, что он не просто как фестиваль, да, прошел и все. Он необходим на ежегодной основе. И форум, и фестиваль, чтобы, во-первых, мы решали, как хореографы, мы решали свои задачи, а дети, которые участвовали на фестивале, они видели сегодня друг друга, они вместе танцевали, они вместе сидели в зале, они вместе переодевались за кулисами с разных ансамблей. Я не видел еще такого. Сегодня было много улыбок, много радости, много веселья. Фестиваль завершился гала-концертом, на котором все участники разделили сцену в одном грандиозном танцевальном представлении. Украсила мероприятие и королева крымско-татарского танца Майе Анафиева. Организаторы и участники фестиваля не собираются останавливаться на достигнутом. Ждем встреч в новом году.